В первое воскресенье июля свой профессиональный праздник отмечают работники речного и морского флота. В Якутии сегодня его отметят с особой торжественностью. Повод для этого самый что ни на есть достойный. Свое 20-летие отмечает один из главных судоперевозчиков республики – Ленское объединенное речное пароходство. Торжественные мероприятия начались с митинга и возложения цветов к стеле, посвященной столетию регулярного судоходства на реке Лени, в котором приняли участие руководители ведомства, ветераны, почетные гости и другие официальные лица. Поздравляя коллег с праздником, генеральный директор ЛОРП Сергей Ларионов отметил, что, несмотря на все трудности, Ленское объединенное речное пароходство осталось одним из немногих предприятий, которым удалось сохранить баланс между социальной направленностью и бизнесом и в течение многих лет выполнять свои функции по обеспечению жителей республики необходимыми грузами. В непростых, сложных условиях, особенно финансово прошлого года, мы все равно пытаемся развиваться. У нас был создан, Киринский судоходный участок. Мы сегодня эксплуатируем Киринский флот. К нам в прошлом году, пришло назад к истинному историческому хозяину Михаил Светлов, наш пассажирский теплоход. Мы все равно настроили позитивно на развитие и продвижение вперед. После окончания митинга все его участники по традиции возложили цветы к стеле, посвященной столетию регулярного судоходства на реке Лени. Главное событие сегодняшнего дня происходит здесь, на Жатайском рейде, где проходит парад судов Ленского объединенного речного пароходства. Генеральный директор ЛОРП Сергей Ларионов поздравляет экипажи судов с Днем речного и морского флота и по традиции желает им 7 футов под килем. Экипаж танкера 2057. От себя лично, от руководства Ленского объединенного речного пароходства примите поздравления с наступающим праздником речника, 20-летним юбилеем. Отдельно ветеранов Андрея Михайлович. Здоровья, удачи, всего вам хорошего, переговорительной работы. Всем удачи, полтора. Экипаж капитан Обороткин, поздравляю вас с праздником Днем речника, с Днем морского речного транспорта, 20-летним юбилеем Ленского объединенного речного пароходства. Всем удачи, здоровья, 7 футов под килем. Спасибо за ваш труд. Экипажи танкеров 1546, длина Нив 2021. Поздравляю вас с Днем речника, праздником речного и морского транспорта. Всем желаю благополучия, здоровья, удачи, безоблачного неба, 7 футов под килем. С праздником! Коллеги, с Днем речника, с Днем нашей Лены. Поздравляю еще раз. Всем удачи, всем удачи. По окончании парада Сергей Ларионов рассказал о планах на будущее. Мы планируем транспортную работу в этом году 2 миллиарда 100 миллионов тонн-километров. Это наша транспортная работа. И перевезем порядка 1 миллиона 400 тысяч тонн. Так, в Арктику мы завезем порядка 400 тысяч тонн. Вот такой план у нас, в общем-то, я не скажу, что он оптимистичный, более такой усредненный. Я думаю, что мы его выполним, если нам позволит, конечно, погода, глубины на наших баровых участках, судовых ходов. Мы озабочены строительством, и мы, и правительство, строительством, обновлением флота сегодня. Мы занимаемся по модернизации и, обновлению нашего Жатайского завода для того, чтобы строить речные суда, так как речные суда проблематично перегнать сегодня через Северо-Морской путь, их не перевезешь по железной дороге, поэтому мы должны строить на месте свой речной флот. Ну и, конечно, река мореплавания мы, наверное, будем строить на всех российских и зарубежных верфях. Эта программа у нас есть, она поддержана Медведем Дмитрием Анатольевичем в прошлом году, в апреле месяце. Я думаю, что у нас все срастется, и мы начнем строить флот. Следующим в списке мероприятий стало открытие мемориальной доски на аллее речников в поселке Жатай.
Традиции каждый год открывать памятную доску в честь одного из людей, внесших значительный вклад в развитие ленского речного пароходства, уже 7 лет. В этом году ее установили в честь ветерана пароходства Ивана Дмитриева. В завершение торжественных мероприятий якутские речники отдали дань еще одной недавней традиции. Почтили память членов экипажа морского буксира Алексей Кулаковский, погибшего 27 августа 2010 года. По окончании праздничных торжеств речники приступят к несению своей главной вахты – арктической навигации. Мы поздравляем их с праздником и по традиции желаем 7 футов под килем. Ура! Ура! Ура!